Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Вам срочное сообщение. Давайте посмотрим, кто отправил вам сообщение и что в нем написано. Загадайте, пожалуйста, на себя и получите свое сообщение. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина сообщение отправляет женщине. Знаете, как будто бы он просит, как дождаться, да, вот дождись, не принимай решения, либо дождись, не забывай меня. Знаете, вот как колено преклонно, как молится на вас и просит, чтобы вы, то ли дали ему шанс еще раз с собой увидеться, либо не думали, что он там как-то к вам охладел, забыл, чтобы дождались его, да, чтобы с другими мужчинами не гуляли, либо чтобы все-таки дали возможность ему до вас добраться, доехать, появиться и все объяснить. Здесь у мужчины как что-то случилось. Может быть, у него там проблемы со связью, может быть, у него там телефон потерялся, не дай бог, может быть, в какую-то передрягу попал, да, он то ли вам не смог отзвониться, то ли не смог написать, то ли не смог вовремя там приехать. Допустим, было там назначено свидание, либо он обещал вам приехать там вчера, да, а до сих пор его нет. Он просто умоляет вас не принимать горячих решений, немножечко остыть и не обижаться на него, дать ему шанс. Вот он появится, он все объяснит. Там действительно очень серьезная причина, и он ничего не мог поделать. Да? Может, он на память не помнит ваш номер телефона. Бывает такое, бывает. Может быть, связь не ловит. Вот оказался в таком месте, где связь совершенно не ловит. Может, телефон там разрядился или еще что-то произошло. Понимаете? Здесь есть именно серьезная объективная причина, почему он не рядом с вами в сегодняшнем дне. Он очень просит, чтобы вы его дождались, чтобы вы успокоились и не принимали горячих решений. Так что, мои хорошие девушки, он вас любит, он очень переживает, он сам не свой, у него ручки трясутся, у него глазик дергается. Страшно, да, страшно оказаться в такой ситуации, в беспомощной ситуации. Но больше всего он переживает за вас. Вот за вас, за вашу реакцию, за ваше настроение, чтобы вы прям не сильно там на него обиделись. Вот как только сможет, сразу же к вам. Вот понимаете, в грязи, в пыли, но сразу к вам. Либо при первой же возможности, там, не знаю, батарейку зарядить, либо когда эта связь появится, он обязательно с вами свяжется и все вам объяснит. Все, что он будет говорить, это будет правдой. Единственное, что если какие-то проблемы, то мужчина может смягчить. То есть, чтобы вы там сильно на расстоянии не переживали, не волновались, не боялись за него, да, вот он смягчит, скажет, проблемы, но я справлюсь, да, не страшно. Как-то так вам будет говорить. Может быть, он давно на связь не выходил, да, может, там что-то действительно такое происходит, вот нельзя, и вы переживаете, вот он очень обеспокоен тем, чтобы вы плохое не думали. Да, вот именно про него плохое не думали, либо про его чувства плохое не думали. Никаких там ни других женщин, ни измен, не забыл. Нет, там вот именно техника подводит, либо такие обстоятельства, либо такие проблемы возникли. Обязательно с вами свяжется, либо у кого-то вот уже скоро на пороге будет, и все уже с первых уст вам объяснит. Еще, мои хорошие, здесь сообщение показано от какого-то лицемера. Человек лицемерный, человек из вас веревки вьет. Возможно, человек вас за нос водит, либо человек хотел бы как-то воспользоваться вами, вашей доверчивостью. Может быть, даже человек вас пытается против кого-то настроить. Да, вот вам грязь в уши льют. Смотрите, этот лицемер, он буквально в сообщении пишет, чтобы вы верили ему, чтобы вы ни у кого ничего не спрашивали, чтобы вы ничем не интересовались, чтобы вы как
не сходили с выбранного пути, либо с того пути, куда вас подтолкнули. Не знаю, мне кажется, что вы действительно попали в сети лицемера, в сети манипулятора, и этот человек очень опасается, что вы где-то что-то увидите, прочитаете, узнаете, кого-то расспросите, с кем-то проконтактируете, да, вот этого боится. Боится, что потеряет влияние и власть над вами. Но, скорее всего, не зря боится, потому что здесь у нас сообщение с правой стороны. Скорее всего, вам интуиция подсказывает, да, что нужно что-то уточнить, прояснить, выяснить, с кем-то пообщаться, кого-то расспросить. Да, и лицемер прям умоляет вас, да, этого не делать. Не делай, верь мне, ничего не делай, ничего не узнавай. Так, надо быть вам поаккуратнее. И опять же, какие-то сомнительные моменты. Ну вот если сердечко подсказывает, что сомнительный момент, лучше перестраховаться, лучше все перепроверять. Это важно, это ваша жизнь, это ваше будущее. И да, манипуляторы, мошенники, лицемеры, они очень хитрые, они прям собаку на этом съели, они умеют втереться в доверие, умеют там напугать человека, использовать какие-то вот техники, да, психологические всякие приемы. Поэтому если сердечко что-то подсказывает, да, если интуиция подсказывает, проверяйте, перепроверяйте. Обязательно кому-то скажите, да, может быть, человек свежей головой, ну, вот догадается, что это обман, мошенничество. Да, надо, конечно, себя беречь. Еще, мои хорошие, вам женщина сообщение отправляет. С этой женщиной у вас прекрасные взаимоотношения. Вы недавно с этой женщиной общались по поводу своих каких-то проблем. И эта женщина, она вам, скорее всего, ну, либо пообещала, либо ничего не обещала. Но она так впечатлилась, вот она сама для себя приняла такое решение, что она должна для вас что-то сделать. И эта женщина вам буквально отправляет сообщение, что я уже занялась этим вопросом, и я как бы для тебя постараюсь, да, я решу твою проблему, либо я что-то узнаю, либо я с кем-то по поводу тебя договорюсь, то есть все будет хорошо. Женщина, которая очень за вас переживает, вы для нее прям родной человечек, вы для нее либо братишка, либо сестренка, то есть любит вас, любит и действительно, вот чем сможет, тем поможет. И даже чем не сможет, все равно поможет. Мне идет на какие-то такие вещи, пойдет головокружительные. Ну, вы когда узнаете, вы поймете, о чем речь. Будете ей, кстати, очень благодарны. Вы, в принципе, благодарны, да, что такой замечательный человек есть в вашей жизни, что вы там либо родственники, либо друзья. А так вот прям будете готовы ее на руках носить. Вот. Она вам буквально говорит, не переживай, я уже все делаю, да, либо я уже занимаюсь этим вопросом, все будет хорошо, я тебе обещаю. Вот так она говорит. Дальше, мои хорошие, вот здесь сообщение от ангелов вам. От ангелов, и ангелы говорят, что вы не должны рисковать, с чем бы ни был связан этот риск. Неважно, что это. Это там, ночью ходить по улицам, да, безлюдным, либо это поездка в одиночестве в какую-то незнакомую точку, да, незнакомую местность. Может быть, общение с человеком, который чем-то болеет. Может быть, решение где-то там пойти на сделку с совестью, либо приступить закон, ну даже какое-то невинное, да, событие. Ангелы говорят, что рисковать нельзя, потому что за вами не только ангелы наблюдают, но и свыше наблюдают. Поэтому вам это противопоказано. То есть не бери грех на душу, не искушай судьбу, не нарушай писанные и неписанные правила, и будет тебе благо. Я уж не знаю, что у вас на это подтолкнуло. Может быть, какие-то обстоятельства в жизни. А может быть, вы смотрите, как люди нечестным путем себе всего добиваются. И вы думаете, ну раз им можно, может и я попробую разочек. Хотя бы один, да, разочек попробую. Но ангелы говорят, нет, тебе нельзя. Тебе нельзя, за тобой свыше смотрят. То есть может, как бы, знаете, сразу прилететь. Вот есть люди, которым до последнего дают возможность там, как-то искупиться, раскаяться. А есть люди, с которых буквально сразу спрашивают. Возможно, это как-то связано с вашей кармой, да, с кармой вашего рода. Но вот мне идет, что нельзя. Вот просят вас буквально, вот так ручки делают ангелы и просят, чтобы вы не нарушали закон, не нарушали писанные и неписанные правила.
и не рисковали, да, вот рисковать нельзя вот это наобум, а я сделаю, будь что будет, да, а что мне еще делать? Нет, так нельзя, ищите другие варианты, ищите другие возможности, либо откажитесь от этого риска, откажитесь от этих нарушений. Вам, мои хорошие мужчины и женщины, кто зашел на эту отсыпку, ни в коем случае нельзя нарушать, нельзя рисковать. Рисковать по жизни, рисковать собой. Ни в коем случае. Еще здесь показан такой момент. Я не могу понять, кто вам это отправляет. Но этот человек, он себя так очень надежно спрятал. Тут мало того, что прячет, тут еще и какое-то очень, как расстояние, да, расстояние в километры и в года, наверное, месяца, года. Человек, знаете, как будто бы этот человек говорит: я тебя найду, вот я тебя ищу, я тебя найду. Может быть, с этим человеком вы не виделись там несколько месяцев, может быть, несколько лет. Сейчас этот человек очень далеко от вас находится, и мне его не рассмотреть. И этот человек, смотрите, он не хотел бы, чтобы вы напрямую знали сейчас, потому что у него есть какой-то невыясненный вопрос. Ну, допустим, вы когда-то были вместе, но не срослось, да, время прошло, этот человек любовь по жизни пронес, и вот думает, что хочу быть именно с ней, да. Может быть, тогда вам нельзя было быть вместе, да, может, вы не свободны были, он не свободен был. Вы разошлись, вы друг друга потеряли. А может быть, вы где-то были, познакомились с мужчиной, либо женщиной, если мужчина смотрит, и человек вот прям влюбился, и все это время вас искал, да. Но хотелось бы выяснить, прояснить вот вопрос по поводу вашего положения, статуса. Женаты ли вы, замужняя ли вы, что там у вас в жизни, чем интересуетесь, чем живете. Да? Человек тоже не хочет рисковать, как не хочет, он боится, да, боится быть отвергнутым. То есть человек вам придет со своей любовью, со своими претензиями на любовь, а окажется, что вы замужем, да, либо вы женаты, а окажется, что вы там, какую-то другую жизнь ведете, да, допустим, может, у вас и нет мужа, жены, но есть там любовник, любовница, там живете гражданским браком, и человек пока это не выяснит, себя не показывает, поэтому я ничего не могу про этого человека рассказать, но этот человек вас ищет, этот человек вам буквально вот через время и пространство кричит: я тебя ищу, и я тебя обязательно найду. Знаете, как даже клятву дает, что он вас найдет. Да, может быть, и найдет. Например, вы уже замужем. И человек придет, посмотрит на вас, развернется и уйдет, да, и будет любить вас дальше в своей сторонке. Может быть, и что-то другое будет, да. Там уже будет все зависеть от той встречи, которая произойдет. Но человек вас разыскивает, и человек вас точно найдет. Так, две женщины, очень, кстати, похожи на мать и дочь. Хотя, может быть, это и подруги, может, и другие родственницы. Но там одна больше, другая меньше. Либо одна старше, другая младше. То есть и так могут показать. И эти две женщины, они вам какие-то угрозы шлют. То есть, что вот мы на тебя найдем управу, ты еще там пожалеешь, ты еще ответишь, мы тебя еще там бараний рог скрутим. Да? Вот какие-то такие негативные вещи они направляют в вашу сторону. Сразу хочу сказать, что здесь сообщение показано именно с правой стороны, то есть, возможно, вы с этими женщинами связаны, возможно, эти женщины, как-то с вами даже как-то пересекались по родовым линиям. Это не обязательно кровное родство, это может быть и названное родство. Допустим, да, вот как пример, у вас плохие отношения со свекровью и заловкой, да, и вот они там ополчились, окрысились на вас, либо это свекровь и бывшая вашего мужа, да, и вот они там объединили усилия для того, чтобы вам навредить. Может, это бывшая ее мама, да, тоже может быть вариант. Может, это любовница была у мужа, и кто не без греха. Люди совершают ошибки, да. Может, со своей мамой решили там что-то сделать, либо с подругой, либо с сестрой. В общем, они вам шлют угрозы, они прям очень так по-боевому настроены. Но я вижу, что они в душе крысы, то есть трусливые, да, трусливые, они могут из-под тишка только действовать.
То есть каких-то прямых стычек, столкновений, ну нет, такого не будет. Ну, может, там, знаете, погавкаются. А так, чтобы прям что-то конкретное делать, нет, они струсят, они не смогут, они побоятся. Тем более я вижу, что вы перевешиваете этих двух женщин. То есть вы более уверены в себе, вы гораздо сильнее, у вас более прочное положение вот в жизни, да, более твердо стоите на ногах. То есть, скорее всего, вы их не боитесь, просто это такой неприятный момент в вашей жизни, о котором вам хочется забыть и никогда не вспоминать, да, вот просто хочется с ними не общаться. Возможно, они при личных встречах как-то себя сдерживают, либо, ну, хитрые, да, ничего не говорят, но при этом очень часто вот сидят там, может, чаевничают, да, обсуждают вас, и, ну, вот прям брызгаются токсичностью в вашу сторону, да, злостью, негативом своим. Я бы, конечно, с вашей стороны немножко бы укрепила свои позиции, ну, по крайней мере, бы усилила защиту и поменьше бы с этими женщинами соприкасалась. Ну, вот в прямом смысле слова, да, то есть объявила бы им бойкот, объявила бы их персонами нон-грата. И еще, как совет вам, ну, опять же, это опционально. Если хотите, пользуйтесь. Если не хотите, то нет. Надо говорить, надо все это говорить, надо придавать огласке то, что происходит, да, что вот они вам угрожают, что они к вам плохо относятся. А то, знаете, как-то получается, что они постоянно о вас говорят, и они на вас жалуются, а вы как бы молчите. Молчите. Но люди как бы разные, и умные люди как бы понимают, а люди недалекие, они начинают склоняться на их сторону. Но потому что вы никак не аргументируете, вы никак не отбиваетесь от этого, вы молчите, и люди думают, ну, может, и правда она такая плохая, ужасная, коварная, обидела этих святых женщин. Да, вот надо рассказывать. А лучше, конечно, показывать. Да? Там, если какие-то скандальчики, вы сразу начинаете записывать на видео, а потом выкладываете в свой, я не знаю, там, ТикТок, и соцсети, не знаю, YouTube хотите, канал заведите. Ну, надо, нельзя молчать, нельзя. К сожалению, вас как-то окружает очень много не очень просветленных людей. Не хочу ни на ком клеймо ставить, да, просто люди, наверное, более какие-то наивные, доверчивые. Те, которые умные, они думают, они рассуждают, они как бы на вашей стороне. Там ничего не нужно объяснять. А люди такие, ну, непросветленные, они, скорее всего, задаются вопросом и могут склониться к этим плохим женщинам. Так, еще одно сообщение по поводу решения какой-то проблемы, но это решение на каких-то высоких уровнях. Даже это не сообщение, это как констатация факта, да? У вас есть проблема, вы либо к кому-то обращались, либо такая проблема, как и у вас, есть у других людей. Сейчас где-то там наверху, да, там, где власть имущие, где управленцы, где чиновники, идет полным ходом споры и обсуждения. Да, споры и обсуждения, как выйти из этой проблемы, как там, например, людям помочь, либо как конкретно вам помочь. Люди занимаются этим вопросом. И если вам кажется, что никому нет дела, то вы очень сильно ошибаетесь. Дело есть. И люди как раз-таки, ну, пытаются, конечно, к консенсусу прийти, но тем не менее, пока это только вот как в начальных стадиях, да, идут дебаты, идут переговоры, кто-то вносит предложения, кто-то их отталкивает, то есть пытаются что-то придумать. И здесь еще так показано, что для людей, вот как вы, да, вот кто с проблемой столкнулся, либо конкретно ваша ситуация, да, все подковой обернется. То есть какой-то счастливый случай поможет этой верхушке принять правильное решение по вам, либо в принципе по людям с такой проблемой, и люди возрадуются. Да? Вот в какой-то веке обычным людям, ну, вот, действительно повезет. Это не сейчас случится, это случится, может быть, в следующем году. Ну да, где-то вот следующий год, может быть, середина, может быть, под конец следующего года. Что-то будет происходить, что повлияет на тех, кто принимает решения, либо у них не будет других вариантов, да, и они примут хорошее решение по поводу вас, либо по поводу других людей. То есть эту подкову стоит подождать, да? Не надо нервничать. Ваша задача просто сидеть и спокойно ждать, ну, потому что вы никак не повлияете. Просто я вижу, что безвыходная ситуация, вы никак не повлияете. Только вот какая-то верхушка может все решить. Ну, вернее, даже не то, чтобы решить, а либо согласиться, либо отказать. Вот так мне идет.
Так, дальше. Очень похоже на каких-то ваших знакомых. Знакомые, может быть, коллеги, может быть, соседи. Тут даже тоже не сообщение, а больше как обсуждение вас. Им кажется, что вы слишком скрытный человек, что вы что-то прячете и скрываете. Может быть, вы в последнее время очень там грустно ходили, да, либо настроения у вас не было, ну, там, погрузились в свои мысли, да, думаете о серьезном, а людям показалось, что вы, ну, я не знаю, чем-то напуганы, встревожены, либо что вы в печали в какой-то глубокой. И вот им очень хочется вам помочь, только они не знают как и чем, и вообще как вам подойти, как начать с вами разговор. То есть это неравнодушные люди. Люди, которые вас любят, которые вас уважают, ценят. Вот. И хочется помочь, но не знают как. Не хочется подходить с расспросами, чтобы вас случайно там не задеть и не обидеть. А с другой стороны, и не хочется, чтобы вы страдали. Да? Вот, не знаю, соседи у кого-то очень хорошие, у кого-то коллеги очень хорошие, у кого-то родственники очень хорошие, друзья хорошие. Им бы хотелось, чтобы вы с ними поделились, да, вот что с вами происходит. Может быть момент, что они будут пытаться вас как-то очень деликатно расспрашивать, но опять же давить на вас никто не будет. И если вы узнали своих коллег, либо соседей, и вы действительно последние дни грустненькая были, ну, либо грустный, если мужчина, вы просто им скажите, что, ну, типа, со мной все хорошо, просто такое настроение. А если есть проблема, ну, скажите, в чем ваша проблема. Поверьте, эти люди, они, хоть, может быть, и звезд с неба не хватает, но они, по крайней мере, постараются, вот, чем смогут, тем помогут. Но вас они очень ценят, и вас они очень уважают. Хороший такой теплый момент. Так, ребенок чей-то тут вышел. Чей ребенок? Мамы, папа, узнавайте. У ребенка что-то вот случилось. Может, ошибка какая-то произошла, может быть, неприятность, может быть, даже, не дай бог, там в школе, ну, либо с учителями, либо с учениками, да, какие-то проблемы. И ребенок не хочет вас расстраивать. Но с другой стороны, я вижу, что ребенок сам эту ситуацию не вытянет. Тут буквально душа ребенка обращается к вам, чтобы вы, ну, не знаю, начали разговор. Либо чтобы вы как-то были повнимательнее. Сейчас вашему ребенку нужна ваша поддержка и защита взрослого. Понимаете, защита взрослого. Дети не могут сами решать свои проблемы. Даже если ребенок у вас прям умничка, все, ну вот мозги же еще детские, понимаете, ребенку сложно. Ребенка можно и там и запугать, и надавить на ребенка. Опять же, если это какие-то учителя, то как ребенок будет противостоять? А если это, не дай бог, там буллинг какой-то, ну представьте, их там целая толпа, ваш ребенок один. Тут не лишним будет вам больше внимания ребенку уделять и разговор, да, должен быть разговор, доверительный разговор, что-то из серии «Вот ты мой сын, ты моя дочь, и что бы ни случилось, я вот до конца с тобой», да, вместе мы совсем справимся, у нас не должно быть друг от друга тайн, и если что-то происходит, тебе не нужно бояться, тебе не нужно стесняться, вот просто расскажи, поделись, и вот я с тобой пройду до конца этот путь, да, мы тебя там отстоим, будем жаловаться, там обратимся куда надо, да, вот нужно просто обращать внимание. Может быть, ребенок, ну, где-то по глупости, да, вот какую-то ошибку совершил, и страшно вам признаться, да, страшно, что вы там будете ругаться, да, будете там говорить что-то. Стыдно, опять же таки, да, стыдно может быть очень. Просто нужно контакт, да, контакт более теплый, более близкий, там, ну, лишний раз там подойдите, обнимите, поцелуйте, скажите, что вот со мной ты можешь поговорить обо всем. И если я там иногда злюсь, там, ругаюсь с тобой, это не потому, что я тебя не люблю, а потому что, наоборот, я тебя очень сильно люблю, и что вы родные люди, и вы должны друг другу и доверять, и друг другу помогать, да, то есть от вас это не убудет. Хотя, понятно, ну, если подросток, если вы с утра до ночи работаете, это, конечно, может быть проблематично, но найдите хотя бы там пару минуток, да, посидите, поговорите с ребенком. И ребенку будет это хорошо и приятно, и вам. И также хочу обратиться к женщинам, да и мужчинам, если вы вступили в брак, а ребенок живет с вами, да, у вас новый брак, либо у вас новые отношения, а ребенок живет с вами.
ребенок может чувствовать себя лишним, да, лишним. Это не про ревность, а про... ну вот есть, да, новый муж, есть мама, и есть я, да, вот мама с новым мужем проводит много времени, либо папа с новой женой проводит много времени, а я как бы сам по себе, сама по себе, вот как так мыслит ребенок, да, тогда больше проводите время втроем, да, втроем проводите время, поговорите со своим супругом новым, либо с супругой новой, объясните ситуацию, то есть пытайтесь вот прям подружить друг друга их, да, чтобы вот прям ребенок не чувствовал, что он лишний. Вот болит сердечко у ребенка. Все в ваших руках, вы все можете изменить. Ну, понятно, что ребенок не будет это говорить, либо будет думать, что я сейчас скажу, еще мне достанется. Вот. Ну, вы как мама, либо как отец, вы должны чувствовать своего ребенка, ну, либо видеть, что там поведение изменилось. Просто почаще разговаривайте и выводите ребенка на доверительные разговоры. Это очень хорошо, это очень полезно, и не только сейчас, но и в будущем вам отыграется. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.